Они приехали, чтобы дружить. Сегодня в наш город пожаловала делегация малого и среднего бизнеса из Москвы. Цель их визита – познакомиться с челнинскими предпринимателями и сделать им очень выгодное предложение. Подробности далее. Наш товар – ваш купец. Хотя в этом зале сегодня собрались сплошь одни купцы. И приехали они не захватывать челнинский рынок, а дружить с ним. Московские бизнесмены с одной стороны, челнинские с другой. Елену Арсеньеву привели сюда поиски партнера. Елена ищет компаньона, с кем можно было бы продвигать в нашем городе ее детскую дизайнерскую одежду. Живя в Москве, мы как бы живем в замкнутом мире и не понимаем, что требуется потребителю. И выпуская продукцию, мы выпускаем ее так по своему видению. А посещая города, ты уже напрямую общаешься непосредственно с людьми, которые дают обратную связь. Здесь все происходит по принципу сватовства. Одному бизнесмену подбирают выгодную партию. Результатом такой встречи может стать контракт о взаимовыгодном сотрудничестве. Слова можно подбирать разные, а смысл тот же, наверное. Да, наша задача так, чтобы вот за этими столами, за переговорными сели челнинские предприниматели, московские предприниматели, познакомились и нашли точки соприкосновения. Эта встреча – верхушка айсберга. Организаторы позаботились о том, чтобы здесь встретились именно те, кто действительно друг в друге нуждается. Первоначально на марафон заявилось 45 москвичей, но утвердили только 23 компании. Челнинские бизнесмены по своей натуре редкие стратеги. Некоторые, например, увидели в этой встрече попытку москвичей проникнуть в чужую вотчину, но многие решили рискнуть и встретиться с коллегами по бизнесу. Из 700 обзвоненных нами предприятий 309 попросили о том, чтобы мы принесли им каталоги, то есть это заинтересованность выразили. Из них 260 сказали: мы очень хотим прийти на переговорную площадку, переговорить с партнерами из Москвы, то я считаю, это очень высокий коэффициент заинтересованности. Подобная встреча в последний раз проводилась в нашем городе 3 года назад. Это был пик кризиса, вспоминают организаторы. Но даже тогда удалось свести 72 компании, которые успешно сотрудничают по сей день. Сейчас кризисные волнения позади, бизнес встал на ноги. И теперь от марафона ждут вдвое больше контрактов. Наталья Поткина, Ильнас Тимирбаев для программы «Новости».